Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Это Код войны и Адам фон Грац. Сегодняшнее мое видео является как бы продолжением того видео, которое я снял в прошлый раз и попросил Анзора Масхадова опубликовать. В этом видео я просил Аслана Арцуева более уважительно относиться к Аслану Масхадову и к его сыну Анзору Масхадову. И, как мне кажется, он не совсем меня услышал. В следующем своем стриме, который прошел недавно, Арцуев в той же самой неуважительной форме обращается к сыну Аслана Масхадова, Анзору Масхадову. По той причине, что, как мне кажется, Аслан Арцуев не совсем хорошо понимает, с чем он имеет дело. Я думаю, что мне следует немножко пояснить ему в более расширенной форме то, что я имею по этому поводу, как говорят в Одессе, сказать. Дело в том, что Аллах Субханаху ва Тааля устанавливает правила, которые Он хочет между людьми посредством такого явления, как причинно-следственная связь. Устанавливая причинно-следственную связь между таким явлением, как наша солидарность между собой, и победа, которая достигается после достижения солидарности, на примере Аслана Масхадова в 1996 году, когда власть перешла, фактически военная власть перешла в руки Аслана Масхадова, а люди, которые находились под его руководством и подчинялись его приказам, а их было примерно 1500, наверное, человек, не более этого, они сумели переломать ход войны. И итогом этого стало не что иное, как вынужденное подписание Россией Хасавюртовских соглашений и договора о мире, который был подписан в мае 1997 года. По той причине, что Аллах Субханаху ва Тааля выбрал Аслана Масхадова средством для достижения победы, народ, оказывая благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля и тем воинам, которые вел Аслан Масхадов, выбрал самого Масхадова главой своего государства, своим лидером, и поручил ему установление нашего чеченского государства. Далее произошло нечто, что подорвало эту связь между Масхадовым и его народом, и это нечто называется утеря доверия. Идея чеченской независимости, идея нашей независимости от России, ее успешная реализация зависит от того, в чьих руках эта идея находится. Однако выбранный народом Аслан Масхадов, после того, как он собрал правительство, он поручил определенные участки работы в этом правительстве определенным лицам, и 99% этих людей, которые находились на этих самых участках и несли ответственность за определенные за деятельность определенных органов государственной власти Чеченской Республики Ичкерия, и которые Аслану Масхадову достались, по сути, от прошлого правительства, еще Дудаевского, а им еще раньше. Эти люди просто-напросто подвели Аслана Масхадова, и они не выполняли возложенных на них функциональных обязанностей, и в числе тех, которые это сделали, и были таким образом ямарт в отношении Аслана Масхадова и, соответственно, в отношении того народа, который сделал из Аслана Масхадова своим лидером. Эти люди, к числу этих людей относятся также и Закаев. И что очень интересно, даже до сих пор люди, которые окружают Закаева,
и сам Закаев в том числе, не перестают подрывать доверие народа к идее нашей независимости. К числу тех фактов, которые относятся к тех действий, которые относятся к этому факту, является попытка договориться с российской марионеткой в Чечне. Видео, в котором он, Закаев, обращаясь к Кадырову-младшему, выражает ему соболезнования по поводу смерти его отца и называет Абу Османа Доку Умарова Хачериль. Таким образом, он оскорбляет человека, который положил свою жизнь, защищая нашу честь, нашу кровь и наше имущество. Далее подобного рода вида деятельности, подобного рода оскорбления уже звучат из уст чеченского депутата, чьей фамилии, которую вы знаете, о ком идет речь. И я забыл его фамилию, он сидит в Вене. Таким образом, этот величайший полковник всех времен и народов в своем интервью в одном из видео весьма неуважительно отзывается об Садулаеве. И это неуважительное отношение, которое выразилось в его словах, он ретранслирует совершенно бессовестным образом, полагая, что среди нас нет мужчин, которые смогли бы его на этом пути остановить и спросить его. И вот теперь из этой же самой группировки выявляется еще одна личность, которая называется Асланом Арцуевым, и который также неуважительно относится, выражает весьма неуважительное отношение и к Анзору Масхадову, как к сыну президента Чеченской Республики Ичкерия, как к нашему лидеру Аслану Масхадову. И в связи с этим у меня возникает один вопрос. Вы трое сами остановитесь или вас остановить? Я поясняю вам еще раз. Эти люди, которые сражались за нашу свободу, они умерли, защищая три вещи. Первая вещь, которую они защищали, это наша кровь. Чтобы нас не убивали, не калечили, не сували, так сказать, швабры и все остальное в одно место. Вот чтобы вот такого рода отношений к нам не практиковались нигде и никогда. Вторая вещь, которую они защищали, это нашу землю, то есть наше имущество на этой земле, дома, участки, квартиры, у кого что есть. И они сражались, защищая эту вещь. И третье, что они защищали, и это самое важное, что они защищали, это наша честь. Прикосновение к нашей чести не являлось для них ни в коей степени возможной, и они, оправдывая то доверие, которое мы им поручили, эти люди положили свои жизни на то, чтобы среди других народов имя нашего народа звучало высоко и постоянно. И куда бы мы ни приходим, то уважение, которое проявляется к нашему народу, основывается именно на том, что эти люди в свое время организовали, каждый в свое время организовали подчинившимся им воинов таким образом, что они вели сопротивление, и они практически, начиная с 1991 года по 2008 год, когда русские напали на Грузию, они держали российские войска, эту огромную империю, там, в Чечне, не давая им выйти. Теперь, когда достоинство этих людей, достоинство этих личностей для нас является настолько бесспорным, что мы в буквальном смысле этого слова благодарим Аллаха Субханаху ва Та'ала за то, что Он дал нам таких лидеров. Появляются некоторые личности, которые позволяют себе неуважительно относиться к ним, а соответственно и к нам.
Когда Аслан Масхадов записал видео, которое существует в интернете, в сети, и в котором он говорит, называя определенные имена, и в том числе Закаева, и объявляет, что эти люди были шиитские Ямарт, то есть они были вероломны в отношении него. Он говорит, что они были вероломны в отношении того самого народа, который ему доверил, и доверился сам. Доверил построить государство и доверился сам этим людям. Так вот, и теперь эти люди, прикрываясь за тем, что мы находимся в европейских государствах, и не можем вести себя точно так же, как бы вели бы себя дома, и не можем пойти к этим дверям этих людей, постучаться, вызвать этих людей и спросить у них за то, что они говорят, пользуясь этим и пользуясь тем, что условием нашего захождения здесь, на этих территориях, является соблюдение законности, которая установлена на этих территориях, и что мы лишены возможности подобного рода, под методом, подобного рода образом спросить с этих людей за те слова, которые они выпускают из своих поганых ртов. Эти люди позволяют себя оскорблять, пытаясь вывести нас из себя. Хорошо, вы видите кого-то из нас из себя, но когда мы из себя выйдем, то ойгаздовли хашунна дахар халхир душун дахаршун дисья наксан. Ахцундала ашхудихан альчи. Я в прошлый раз говорил, Аслан Масхадов является человеком, который умер, защищая конкретно мою честь, защищая мою землю и защищая мою кровь. И отсюда у меня возникло некий долг возник в отношении его сына Анзора Масхадова. И по этой причине я молю Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он уберег Анзора Масхадова от всякой вражды, от всякого зла его врагов. И подобно тому, как он вывел наш народ из унижения и позора в 1996 году, даровав ему победу над врагом, я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, вывести наш народ повторно из унижения и позора, вручив его в руки сына Аслана Масхадова, Анзора Масхадова. И это не просто является моим желанием, это является моей молитвой. Таким образом, я делаю молитву Аллаху, субханаху ва тааля, и произношу эти слова не просто так, для того, чтобы кто-то что-то. Сегодня Анзор Масхадов не может мне дать ничего, он даже не в состоянии защитить и самого себя, в том случае, если кто-либо из его врагов попытается совершить на него покушение или же попытается его убить, что они и планируют русские власти, как я это догадываюсь, потому что Аллах, субханаху ва тааля, установив причинно-следственную связь, привязал условия нашего спасения, условия нашей свободы, привязал к тому, что мы выберем среди нас одного лидера, и этим лидером должен стать именно Анзор Масхадов. И по этой причине всякое оскорбление в адрес Анзора Масхадова не влечет за собой понижение его авторитета, оно направлено на то, чтобы понизить его авторитет, выставить его каким-то трусом, недостойным мужчиной, и, как некоторые люди сказали, недостойный сын достойного отца. Люди, остановитесь, пока вас не остановили. Если условием спасения моего народа является убрать препятствия с дороги к Анзору Масхадову, то убрав препятствие с дороги Анзору Масхадову и сделать его лидером чеченского народа, если условием спасения нашего народа является это, то это то, что я должен сделать, даже если это будет стоить мне мою жизнь, поскольку Аллах, субханаху ва тааля, обязал сына в отношении своего народа
к тому, чтобы он пожертвовал, если это необходимо, свою жизнь для того, чтобы спасти свой народ. И это сделал конкретный человек Аслан Масхадов. Когда же он приказал человеку, который был рядом с ним, в тот момент, когда он мог лишиться сознания и попасть в плен, он приказал убить самого себя, но не дать врагу, не дать ему попасть в плен врагу. Он показал пример того, что называется беспримерной отвагой и храбростью. И, Аслан, я скажу тебе, Арцуев, وينيمت حداوي أتسو أنظري دان دين الحيغور داتان أنظرين حيغ دين الداتان قيت شوية تسندالة حي ليكرجي هم ليكشل هم حي ليكرجا أتسجها دجين يقلا هند قالشي оскорбление этого человека является оскорблением нашего народа. Если ты будешь оскорблять наш народ подобного рода своими этими разговорами, то я сообщил тебе, как действует в этом случае то, что называется причинно-следственной связью. И все. А на этом вся хвала, абсолютно вся хвала принадлежит Аллаху Субханаху ва Тааля. И на Него мы полагаемся, и к Нему мы устремили свои взоры и сердца. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.